Привет, я Туяра Алас, и мы сегодня посвятим наш разговор именно о бизнес-культуре и психологии, как эти вещи связаны и чем они нам могут помочь. Моя гостья Алена Шкулепа, бизнес-психолог, бизнес-тренер и телеведущая рубрики «Города женщин». Это известная и очень популярная телепередача на НВК Саха. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Спасибо, отлично. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, о себе, как вы пришли именно к бизнес-тренингам, бизнес-психологии и что это такое? Ну, давайте начнем сначала, да? Давайте сначала, наверное, как я пришла к этому. Пришла я к этому стихийно, я психолог по образованию, и в свое время, когда переезжала из района в район, как-то вот так вот случилось, что я попала в экономическую финансовую систему, в частности, это был банк, один из самых крупных федеральных банков. И, собственно, там вот моя эта карьера бизнес-психологическая, бизнес-тренерская началась. Потому что, чтобы понять, что такое бизнес-психолог, в профессиональной среде это, конечно, называется HR. Человек, который занимается персоналом. И бизнес-психология – это вот как раз та наука, которая позволяет использовать психологию для того, чтобы улучшать бизнес-процессы, для того, чтобы улучшать вообще с точки зрения прибыли, с точки зрения взаимоотношений, вообще вот для этих вещей. Потому что, как ни крути, без психологии мы обойтись не можем. Есть различия между, допустим, психологическими тренингами, бизнесовыми тренингами, потому что другая цель, другая задача, они даже по форме проведения другие. Именно в чем они различаются? Ну, психологические тренинги – это все-таки про… Обязательно учиться про человека, обязательно учитывается текущее состояние, обязательно учитывается, понятно, что цель, задача определенного тренинга есть, и все мягче, легче, скажем так, спокойнее. А у бизнеса трэш? Я не скажу, что трэш, потому что это тоже в любом случае люди, это в любом случае тоже взаимоотношения, но там стоят достаточно жесткие бизнесовые задачи, а когда люди в бизнесе, там уже не про любовь речь, скажем так, в чистом виде не идет. А почему? Если же человек занимается каким-то делом, тем более бизнесом, все равно же любовь должна быть. Знаете, какая история? Если мы говорим, например, про психологию, то психология все-таки это наука, которая в том числе и работает с прошлым. Да, для того, чтобы решить некую свою проблему, нужно все-таки посмотреть, да, потому что я тоже там занимаюсь сейчас консультированием, такая любовь моя психологическая, просто в профессии не отпускаю. Естественно, сначала выясняются какие-то там вот чего, кого, как, знаете, самая главная история, в детстве покопаться, посмотреть там, с чего выросло. То есть, если мы говорим про бизнесовые вещи, это все-таки про будущее. Понятно, что мы анализируем некие причины, которые привели к той или иной ситуации. Это в любом случае. Сегодня у меня были переговоры, мы сначала выяснили, что, как, что предшествовало, чего. Но, как правило, которые люди приходят на бизнесовые тренинги, они хотят получить инструмент, который они будут использовать в будущем. И желательно, чтобы он был четкий, понятно, оцифрованный. Чтобы я вот взял и пошел. И здесь отличие кардинальное. Единственное, что отличий нет, это во времени проведения, потому что тренинг за 15 минут не тренинг. То есть это желательно, как минимум день, в идеале вообще 2 дня, потому что вот здесь вот человеческое срабатывает. Пока все раскачаются, пока все соберутся, пока все начнут включаться. Это как раз… У меня был тренинг в прошлом году для управленцев, и как раз там команда говорила, в конце 2-го дня мы уже, собственно, завершили, такие, так мало, надо еще 1 день, потому что, только включились, да, и оно все закончилось. Поэтому вот так вот есть. А в чем различие вот именно бизнесмена от простого человека? Они быстрее переключаются, быстренько, или какие-то другие инструменты есть для того, чтобы… Или вообще, как работает мозг бизнесмена и обычного человека? Для того, чтобы быть бизнесменом, конечно, нужна внутренняя мотивация немножко другая этого всего. Потому что все-таки бизнес, опять же, вот здесь вот знаете как, вот я бы не стала говорить об этом вот как о неком правиле, да, или о некой аксиоме. Люди бизнес начинают по-разному. Все ли являются бизнесменами, это большой вопрос. Да? А как вообще вычислить вот настоящий такой? Вы знаете, мне кажется, все-таки я как-то терминологии такой вот очень конкретно не встречала, но одно дело, когда ты выходишь на волю из-под чьего-либо контроля и просто занимаешься тем, что тебе нравится, примерно за те же деньги, что в компании, но на себя, вот это, мне кажется, не про бизнес все-таки, это скорее про такую некую самозанятость, самореализацию и так далее. Бизнес – это все-таки построение некой системы, это все-таки управление людьми. Это немножко другая история, более серьезная. И мотивация, как правило, просто достиженческая. Кто вообще с мотивами занимался, то вот у бизнесмена мотивация достичь.
да, потому что это азарт, это интересно, это вопрос даже не суммы денег, которые заработают. У меня был очень замечательный руководитель в период моей деятельности, который очень любил зарабатывать деньги. При этом совершенно по нему не было видно, что он их зарабатывал, как-то внешне это нигде не проявлялось, но его вот цеплял сам азарт, вот, да, вот я там договорился, передоговорился, вот случилось. Вот. Как правило, бизнесмены люди азартные, чаще всего. Понятно. А мы сейчас говорим о том, что именно в Якутии, в Якутске очень много женщин, которые занимаются бизнесом, предпринимательством. Это стало таким бумом резко за несколько тренд, да, если женщина предприниматель, сразу вау, да. Вы работали с разными людьми, и женщины, якутские женщины-предприниматели, они чем отличаются? Вообще, почему вот такой бум произошел? От женщин не предпринимателей или якутские от неякутских женщин? Нет, вообще имеется в виду, что сподвигло вот такой бум, как он образовался? Я думаю, что это веяние времени, да, требование действительности, а потом женщины всегда активнее, чем мужчины, уж не в обиду мужчинам будет сказано. В том смысле, что быстрее цепляют. И самое главное, что очень важно, вот одно из главных качеств в бизнесе – это гибкость. Да? Когда быстро ты вникаешь в ситуацию и можешь быстро. Кто, кроме как женщин, может быть настолько гибким? Поэтому, знаете, как сам Бог велел. И поэтому я тоже встречаю очень много женщин активных, вот прям крайне активных, которые, причем они такие интересные, они все говорят, я хочу мужа к этому подключить, а муж что? А муж сопротивляется, а чего сопротивляется это? И так далее и тому подобное. Поэтому вот здесь совершенно неудивительно. И по всей стране вот этот бум за счет активности. Очень хочется реализовываться, потому что у женщин появилась возможность реализовываться не только дома. Да, это есть. И вот, например, недавно я ходила, уже 2 раза я ходила на мастер-классы различные, вот Ирина Хакамада, например. Она вот последний мастер-класс был посвящен именно женщине и бизнес. И она вот говорила, какие различия, как это, потому что когда женщина уходит заниматься, самореализовываться, заниматься бизнесом, она немножко уходит, и женская сущность немножко энергетику упадок приходит. Конечно. И как это компенсировать? Может быть, все-таки есть какой-то универсальный лайфхак, когда можно все силы подровнять? А я вам сейчас другой вопрос задам. А надо? Потому что надо ли вообще что-то уравнивать? Потому что вот из того, что мы говорим, достаточно много слышно. Абсолютно согласна. Команда сама замечательный пример того, как она в свое время там очень ушла в жесткую такую лидерскую позицию, да, и начала выравнивать это. Это даже видно по ее интервью, когда смотришь. И я вам хочу сказать, тут вопрос, нужно ли уравнивать. Потому что на этот вопрос каждый сам себе может ответить. Вот если женщина родилась с лидерской такой вот жесткой штукой, и для нее уходить в мягкость – это практически ломать свою собственную сущность, вопрос, надо ли это делать вообще. А как быть мужчине? А тут другой вопрос. Смотри, тут история про то, первая вещь, если тебя чего-то не устраивает, есть 2 варианта. Либо ты принимаешь это, да, и начинаешь это любить, либо ты начинаешь с этим что-то делать. Если это мешает, что-то это делать, первое, с чего нужно начать, вот как ни крути, проанализировать ситуацию вообще, где, чего, как, сколько. Если мы говорим про некую такую околопсихологически бизнесовую вещь, и про женщину в том числе, надо сначала выяснить, с чего началось, какие истоки этого всего было, и теперь, понимаете, нет инструмента, да, вот девочки, да, давайте возьмем сейчас, вот вы сделаете вот 1, 2, 3, и после этого вы стали женщиной. Слушайте, от того, что мы покрасим губы яркой помадой, поменяем прическу, мы, женщины, будем ровно до того момента, пока не облезет одно и не сотрется второе. Оно, по сути, не очень меняет эту историю. Поэтому здесь нужно, первое, ответить вопрос, нужно ли мне это, б, почему мне это нужно, потому что это та мотивация, которая двигает к изменениям. Следующий момент, что конкретно мне нужно? Потому что если у меня, например, пошли проблемы со своим мужем из-за того, что я вот такая деловая колбаса стала, да, то тогда нужно другой вопрос, как мы это будем выравнивать, чтобы и супруг был не против, и в то же время не бросить дело своей жизни, да, в которое ты завела. И следующий момент для себя ответить, что дальше, потому что я с вами полностью согласна, очень много женщин, которые ушли в предпринимательство, у них начинаются семейные проблемы. Потому что мужчина не принимает, они себя начинают по-другому вести. И вот это вот как раз та возможность для женщин поанализировать. Вот здесь, знаете, вот вы, кстати, лайфхак просили, да? Слушайте, первое, остановиться надо. То есть нужно взять паузу большую, посмотреть вот на себя со стороны, как, чего и сколько. А там уже у каждого индивидуально.
Уже каждый выберет свою дорогу. Ну, конечно. Я более того хочу сказать, любая психологическая терапия, например, если мы про семейную историю разговариваем, у нее не стоит задача сохранить семью. Вот я вам серьезно Как говорю. интересно. Первый психолог, который об этом не говорит. Не стоит задача сохранить. Вот я занималась и буду продолжать, и буду продолжать заниматься семейной системой психотерапии. Там не стоит задача сохранить семью. Там стоит задача, чтобы люди экологически вышли из той проблемы, с которой случилось. Что если они все-таки решат развестись, чтобы они развелись так, чтобы не плевать друг другу каждый раз, когда они друг друга видят. А если они решили соединиться, то тогда на каких новых правилах эта семья будет существовать? Не стоит задача сохранить. Ну, как классно. Слушайте, не Поэтому сохраняем, а анализируем. Тут не сохраняем, а изменяемся. Изменяем. Потому что когда кризисная ситуация, слушайте, ну зачем людей заставлять жить вместе, портить отношения свои, портить отношения детям и всем окружающим, ради чего? При этом я ни в коем случае, человек в браке 22 года, конечно, я не говорю, все, найдем другого. Ну, это настолько сложный, тонкий и важный процесс, которым нельзя вот так вот взять, делать вот так или вот так. Алена, мне так интересно стало. Вот недавно у меня гостила стилист, я спрашиваю, вы сами там окрашиваете себе волосы? Говорят, у меня есть свой мастер. А у психологов, у бизнес-тренеров есть кто-то, или вы кому-то ходите? Сейчас же очень модно и вообще нужно. Я вот сама посещаю прием психолога. Да, нужно, потому что это действительно нужно. Потому что раньше в свое время эту функцию выполняли наши друзья и родственники в какой-то степени. Но опять же, это же не профессионально. Еще раньше это были священнослужители, да, которые, собственно, до сих пор где-то эту функцию выполняют. Конечно, хожу. У меня просто есть два специалиста, один в Москве, другой в Краснодаре, один в Томске, к которым я периодически по разным вопросам обращаюсь. Не то, что я в Якутске не нашла, неправда. Просто они появились у меня раньше, чем я нашла в Якутске. И вот здесь, в том числе, конечно, тоже. Конечно, как же? Ну вот. И такой вопрос. Что должно двигать людей, когда человек должен понять, может, да? Когда вот нужно возвращаться именно к специалистам, психологам, вот бизнес-тренерам, в какой момент? И как себя вот... Некоторым людям же сложно, тем более наш суровый такой северный менталитет не дает открыться человеку. По поводу северного менталитета я вам скажу, у нас менталитет в районах масштаба государства. Мы все суровые. Это вот, я думаю, все со мной согласятся в этом смысле. Когда готов. Вот, например, у меня сейчас есть одна клиентка, которая ко мне шла 2 года. Она каждый раз говорит, можно к вам записаться? Конечно, приходите. Что-то происходило. Человеку нужно дозреть. Потому что тут вопрос же не в финансах стоит, да, что там я не хочу за это деньги платить, а вопрос готовности. Готов ли я довериться чужому человеку? Готов ли я про это поговорить? Все ли я для этого делаю? И так далее. Поэтому когда решить не можешь. Вы знаете как? Вот, я не могу вам сказать, что вот есть рецепт. Вот он на уровне ощущения. Вот ты понимаешь, вот все, пора. Более того, хочу сказать, те, кто нам будут смотреть, если это у вас семейная какая-то история, обращайтесь, вот семьями вообще желательно обращаться к специалисту. Потому что, знаете, например, какая вещь? Дело в том, что вроде кажется, мы там с друг другом прожили 250 лет, нам кажется, что мы все друг про друга знаем, и когда ты садишься общаться с специалистом, выясняется, что люди разговаривают на разном языке, и специалист играет роль просто переводчика. Ты сейчас слышал, что он сказал? Он сказал то-то, то-то. Ты это сказал? Он нет, я имел в виду другое. Отлично, услышали. И вот так вот у меня чудеса творились просто на консультациях, когда люди просто вот так вот делали, прожив там больше 10 лет вместе. Оказывается, да. И здесь специалист, это же не тот человек. Просто не надо питать иллюзии, что вы придете к психологу, и он там руками поводит, и у вас сразу благо наступит. Так не бывает. И вопросы нужно отвечать, и работать надо. Просто есть, конечно, вот даже у психологов есть такое понятие, когда клиент-посетитель. Вот он просто пришел, дальше он работать не готов. Потому что это внутренние изменения. Вот когда ты чувствуешь, что пора уже что-то менять, я уже не могу не менять. Вот тогда стоит найти своего специалиста. Отлично. Спасибо, Алена, за то, Спасибо что вы вам, что поделилась с позвали. нами. И такой последний вопрос. Кто вам больше ходит, мужчина или женщина? Вы знаете, 50 на 50, как выяснилось. Даже на тренингах сейчас, на бизнесовых, 50 на 50. Чему я очень рада, потому что в свое время женщины прям захватили все. И к психологу, как правило, чаще всего инициатива исходит от женщин.
по семейным женская, а если индивидуальная консультация 50/50. Я прям очень рада с мужчинами, мне нравится. Я вообще люблю с мужчинами работать, мне интересно. Спасибо. Спасибо вам. Да? Все.